Здравствуйте! Прямо сейчас предлагаем вашему вниманию брифинг оперативного штаба Якутии по ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе. Ольга Валерьевна, о текущей ситуации. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация остается напряженной. В республике указом главы республики действует режим повышенной готовности. На 11 декабря 2020 года на территории республики зарегистрировано 200 новых случаев коронавирусной инфекции по данным Управления Роспотребнадзора. Необходимо обратить внимание на то, что в столице республики зарегистрировано меньше 100 случаев, 97 случаев. И это говорит прежде всего и о том, что определенного рода стабилизация, благодаря нашим с вами действиям, она, в общем-то, приводит наши с вами действия и все поведение в том числе приводит к тому, что ситуация в том числе стабилизируется и в столице республики, городе Якутске. Однако необходимо обратить внимание на две тенденции, которые появляются сегодня. Это выявление случаев в наших ближайших районах. И, к сожалению, таким районом оказывается район, в котором было всегда достаточно спокойно и стабильно. Это горный район. Сегодня там фиксируется около 10 случаев новой коронавирусной инфекции. Также вторая тенденция, которая для нас сегодня также представляет объект особого внимания, это увеличение количества случаев в северных улусах республики. На настоящий момент, анализируя ситуацию, органами государственной власти, органами местного самоуправления принимаются прежде всего решения, исходя из общей ситуации по республике, а также исходя из возникающих проблем в том или ином районе или улусе республики, или исходя из проблем, которые возникают в той или иной группе, группе скомпонования людей, которые могут, в том числе представляя при этой группе источники такой вот повышенного возможного заражения. Поэтому сегодня особое внимание у нас также, так как происходят перевахтовки на контроле вахтовые рабочие и непосредственно там, где большие коллективы граждан. На настоящий момент за сутки лабораториями республики проведено 3591 исследование на новую коронавирусную инфекцию. Также продолжается исследование по методу ИХА и ИФА. Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба Якутии об эпидемиологической обстановке в республике. Не переключайтесь, далее выпуск новостей. В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. 10-й по счету в Петербурге открылся Арктический форум. Что обсуждают? Фестиваль науки стартовал в Северо-Восточном федеральном университете. Запланировано более 300 мероприятий. Принять участие может каждый. Сборка двигателя, ремонт коробки передач – это далеко не весь список испытаний. Отборочный тур WorldSkills прошел в Алдане. Объем экспорта угля в Якутии может достичь порядка 50 миллионов тонн к 2025 году. Об этом сообщил глава Якутии Сын Николаев, комментируя итоги заседания Совета при полпреде президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрии Трутневе. Руководитель региона рассказал, что в республике новые проекты угольных компаний начинают выходить на, цитата, «хорошие масштабы». При этом, по словам Айсена Николаева, увеличение объемов поставок потребует серьезной модернизации Байкало-Амурской магистрали. И сегодня с участием руководителя РЖД, Министерства транспорта Российской Федерации, Минэнерго было проведено это совещание. Юрий Петрович дал очень конкретное, опять же, поручение для того, чтобы восточный полигон, вот именно Дальний Восток, рассматривался отдельно, в том числе и с точки зрения расширения пропускной способности. Для нас это крайне важный вопрос, потому что мы планируем, что в ближайшие годы угольные предприятия Южной Якутии, в первую очередь вот Колмар и Эльгауголь, выйдут на такие масштабы, когда их налоговые поступления в бюджет республики уже кратно вырастут. В
Петербурге открылся юбилейный, уже 10-й по счету Арктический форум. Это уникальная неправительственная площадка для обсуждения проблем и перспектив развития земель за полярным кругом. В этом году он приурочен к председательствованию России в Международном Арктическом совете, которое начинается в 2021 году. Подробности в материале Максима Кардозу. Арктический совет – это международная площадка, где обсуждают наиболее важные проблемы Заполярья. В состав совета входят 8 стран и 6 организаций, объединяющих коренные народы Крайнего Севера. 2 года наша страна будет задавать главные тренды в развитии всей Арктики. В этом году Россия начинает председательствовать в Международном арктическом форуме. И мы несем туда идею о том, что Арктика должна быть зоной без конфликтов. Арктика должна быть зоной, где мы работаем всем человечеством на развитие экологии, развитие промышленности, но так, чтобы мы работали все вместе. Одно из важнейших направлений Арктического форума – это региональная повестка. В российском Заполярье живет около 2 миллионов человек. И сделать жизнь этих людей лучше – главная задача государства. Как раз в рамках форума эксперты готовы делиться своими инициативами. И не секрет, что в Якутии уже работает немало интересных идей по поддержке арктических районов, которые готовы перенимать наши соседи. Например, программа по выплатам молодым оленеводам миллиона рублей на жилье. Кстати, якутские инициативы готовы поддержать и на международном уровне. Буквально недавно Арктический совет принял инициативу республики, и сегодня проектом Арктического совета стала цифровизация языкового и культурного наследия коренных народов Арктики. Так что инициатива республики уже на международном уровне поддержана, и мы будем также реализовывать данный проект вместе с другими регионами Российской Федерации. В этом году из-за пандемии Арктический форум проводится в усеченном формате. Количество участников сокращено в 4 раза. Многие эксперты выступают дистанционно. Но специалисты уверены, главное не формат, а содержание. Ведь о проблемах Севера нельзя забывать. Максим Кардозу, Джур Березкин, Санкт-Петербург. В Тамбонском районе заболевших COVID-19 бесплатно обеспечивают лекарствами. С начала пандемии в районе выявили более 160 случаев новой коронавирусной инфекции. 140 человек уже выздоровели. Подробности у Марии Винокуровой. Пациенты с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией по линии Министерства здравоохранения республики обеспечиваются бесплатными лекарственными препаратами – противовирусными, антибактериальными. Тамбонская районная больница закупила и получила достаточное количество необходимых лекарств. На данный момент в полном объеме обеспечили врачебные амбулатории и также фельдшерско-акушерские пункты противовирусными препаратами. Также ожидается поступление фавипиравира, противовирусного препарата, в большом объеме, и препаратов ИЛ-6, это артлегия. Сегодня в инфекционном отделении на лечении находится 9 пациентов. Из них 1 в палате интенсивной терапии, 5 с пневмонией. В основном это жители райцентра и села Кискил Сосыльского наслега. Из 9 пациентов 8 в возрасте от 58 до 70 лет. На амбулаторном лечении 18 человек. В Тамбонской ЦРБ проводятся ИФА-анализы. Также проводились ИФА-анализы с конца октября по декабрь, но на данный момент они у нас закончились. Дополнительно ждем поступления 840 тестов. С 1 декабря в Тамбонском районе проводится вакцинация от гриппа. Дополнительно поступило 1700 вакцин, из них свыше 500 использовано. В эти дни организованы выездные медицинские бригады, которые на дому маломобильным и пожилым пациентам старше 65 лет, а также в торговых точках проводят вакцинацию. Мария Винокурова, Хандыга, Тамбонский район. Онкологической службе Якутии 70 лет. Сегодня ведущие специалисты-онкологи приняли участие в межрегиональной научно-практической конференции с международным участием. В последние годы профильные медицинские учреждения оснастили современным оборудованием. Врачи проходят стажировки в крупнейших онкологических центрах России и за рубежом. Уровень оказания медпомощи значительно вырос. В 2018 году введено в строй современное здание радиологического корпуса. Идет подготовка строительства здания онкологического центра. Сегодня успешно реализуется региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями». В рамках проекта будет переоснащен онкодиспансер, откроется центр амбулаторной онкологической помощи. Также будут готовить новые кадры. Встречая юбилей, я с большим удовольствием хочу сказать, у нас открываются новые отделения. Это в прошлом году мы открыли торакоабдоминальную хирургию.
расширили отделение химиотерапии до 70 коек, расширили гинекологическое отделение до 35 коек. И вот буквально на днях мы откроем еще новое отделение, которое будет заниматься рентген-хирургическими манипуляциями онкологических пациентов. 8-й фестиваль науки стартовал в Северо-Восточном федеральном университете. Впервые он пройдет в онлайн-формате. Благодаря этому фестиваль будет доступен каждому. Гости узнают, чем занимаются ученые, как научный поиск улучшает качество жизни, какие перспективы он открывает современному человеку. В течение 3 дней пройдет более 300 мероприятий. И еще одно нововведение. В этом году на фестивале представлены многие научные, образовательные и культурные учреждения республики. Специально для вот этого мероприятия будет использована разработка «Скиллометр». Можно через эту программу зайти и посмотреть все наши мероприятия. Ну, конечно, особенности этого года такие, что мы все находимся на дистанции. Все мероприятия будут в онлайн-формате, в отличие от тех фестивалей науки, которые проводились у нас в предыдущие годы. Ну, «Наука плюс» мы уже проводим 8-й раз. Школьницу из Якутии Алену Алексееву наградили нагрудным знаком «Будущее российской науки». Ученица Якутской городской национальной гимназии стала лауреатом Всероссийского ежегодного конкурса научно-исследовательских, изобретательских и творческих работ школьников. Проект Алены был посвящен проблеме бездомных собак. Всего на научные туры Всероссийского конкурса были приглашены более 130 финалистов из 39 регионов страны. Я хочу связать свою жизнь с общественной деятельностью. Мой проект – это мой старт. И сейчас я разрабатываю в другие проекты. Через месяц примерно меня ждет НПК «Шаг в будущее» республиканского уровня. Отборочный этап чемпионата WorldSkills прошел в Алдане на базе политехнического техникума. За первые места в 5 компетенциях боролись порядка 20 человек. Из-за пандемии коронавируса в этом году участников было меньше, чем в предыдущем. К основам профессионального мастерства прикоснулась Татьяна Вахнина. Сборка двигателя, ремонт коробки передач, устранение технической неисправности – таковы задания отборочного тура соревнований WorldSkills в компетенции ремонт и обслуживание легковых автомобилей. В интеллектуально-практическом поединке с молодым специалистом промышленного предприятия померились силами 3 студентов политехникума. Разбираем, смотрим неисправности и знаю, как устроен, что зачем разбирать. Тут были перепутаны крышки. Не в правильной последовательности стояли. Все участники чемпионата, как студенты, так и дипломированные специалисты, находятся в равных условиях. Преподаватели и эксперты отмечают, что наличие или недостаток практического опыта ничуть не искажают объем знаний и степень мастерства. В зависимости от самого человека, в зависимости от подготовки. То есть и даже кто с предприятия приходит, они мало, допустим, кто сталкивается с тем же самым легковым двигателем от легкового автомобиля, либо с коробкой переменных передач тоже от легкового автомобиля. Непростые задачи включила компетенция электромонтаж. В этих соревнованиях приняли участие 2 студентов и практикующий специалист. Сейчас конкурсантам предстоит найти и устранить неисправность, внесенную в схему экспертами. Они должны за 1,5 часа определиться, чтобы схема работала правильно. В компетенции сварочных технологий соревновались 4 участников – студентов-старшекурсников техникума. Сейчас ребята подготавливают пластины, с которыми будут работать. Эта компетенция включила 8 модулей. Они будут варить пластины и трубы ручной дуговой сваркой, аргонодуговой сваркой и будут выполнять конструкцию из алюминия полуавтоматической сваркой. Соревнования по каждой компетенции проходят в течение 2 дней. Будущие сварщики отметили, что волнения достигали апогея накануне соревнований. В процессе эмоции улеглись, уступив место сосредоточенности. Настроение хорошее, не выспался, правда. Задания сегодня легкие, варим на полуавтомате, только сложно будет варить на аргоне. Для нас это впервые такое задание. Соревнования WorldSkills в компетенции лабораторный химический анализ на базе техникума проводятся во 2-й раз. Знаниями и мастерством померились 3 студенток, будущих экологов. На следующем этапе победительница отборочного тура станет хозяйкой площадки. Региональные соревнования в данной компетенции пройдут в Алдане. Задание, в общем-то, мы ориентируемся на российский финал. Поэтому мы брали задание, берется задание оттуда, там либо добавляется, либо убавляется, в зависимости от, скажем так, от запросов.
Самого перспективного специалиста в каждой компетенции предстоит определить экспертным комиссиям, состоящим из преподавателей и сотрудников предприятий. Победителей отборочного тура представят Алдан в региональном этапе профессиональных состязаний, который состоится в январе. Татьяна Вахнина, Александр Лукин, Алдан. Ежегодно среди работников ферм определяются свои передовики. Именно они задают ритм работы. Секрет надоев в отношении к своей работе. На Амгино-Алекминской ферме надои очень хорошие. Это заслуга тех, кто работает здесь, уверена бригадир отделения. Елена Фаст с подробностями. На ферме каждый день в одно и то же время, утром и вечером, издалека слышится звон бетонов и ведер. Доярки готовятся к работе. Кто думает, что с водом автоматики делать там особо ничего не приходится, ошибается. Хочешь получить побольше молока, надо подготовить каждой буренке вымя. Основной результат и успех за людьми. На Амгино-Алекминской ферме есть кем гордиться. Нынче все операторы машинного доения выполнили планы, даже перевыполнили. Одна из них, это уже до более всех знакома, это Бояркина Людмила Викторовна, которая надоила уже 120 тонн молока. Это получается с одной фуражной коровы она уже надоила 3,5 тонны. Это 3,5 килограмм на одну фуражную корову. Потом также идет одна из передовых, это Семенихина Ольга Степановна, тоже выполнила план свой почти на 20%. А Бояркина Людмила Викторовна, она, конечно, превзошла 30% выполнения от годового плана. Обыватели считают, что коровы все как одна, не отличишь, да и, мол, много чести. Доярки уверены, ничего подобного. Как ты к буренке, так и она к тебе. Нет. Они разные все. И разные характеры у каждой коровы. Они как человек. Все понимает. А вы своих, получается, питомец любите? Ну как, вот своих коров любите? Конечно, люблю. У меня душа болит, например, если что не так с коровой. Ольга Семенихина не первый раз в передовиках. Под ее началом более 30 коров. Каждый свой подход и свое слово. 37. Среди них есть рекордсменка? Есть. Кто такая? Анжелика. Анжелика. Ага. А она сколько дает сейчас? Больше 4 тонн. Вообще, получается, вот за счет чего удается надоить больше молока? За счет раздоя, за счет кормов. Корм задать, подоить. За это время каждый из доярок успевает заметить, как дела у их подопечных. Мария всегда с гордостью говорит о каждом работнике. Успех фирмы именно их заслуга, уверена она. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. К этой минуте у меня пока вся информация. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Берегите себя, носите маски и перчатки, соблюдайте социальную дистанцию. Не переключайтесь.